Уважаемые жители Республики Коми, добрый вечер. Сегодня я расскажу о тех изменениях по коронавирусным вопросам за сутки после нашего вчерашнего включения. За сутки мы диагностировали еще заболевание у 11 человек. На сегодняшний день у нас 101 человек фиксировано с подтвержденным диагнозом, в том числе и в референс-лаборатории в Векторе. Общая цифра под наблюдением 3553 человека. Информация по республиканской больнице, Коми республиканская больница. Мы там локализуем сейчас работы по выводу пациентов с подозрением и с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Выводим их либо в режим самоизоляции на дом, тех, кто позволяет по условиям состояния здоровья, тех, кого не позволяет, выводим в специализированные небольшие учреждения, приспособленные специально для организации обсервации. Работа эта плановая, она продолжается. Республиканская больница открыта на прием нейрохирургических пациентов, потому что это обязательное условие оказания медицинской помощи, поскольку в этой больнице у нас стоит ангиограф и там сосудистое отделение. Безусловно, вот такие большие мероприятия обсервационные, карантинные мероприятия, они, и вы это понимаете, они, конечно, снижают активность, деловую активность, бизнес-активность. В связи с этим мы предпринимаем, как правительство республики, предпринимаем меры для стабилизации и для выравнивания, для восстановления доходной части потерь среднего бизнеса, малого бизнеса. Буквально 2 дня назад мы по этому поводу провели заседание Совета, и очень много вопросов, кроме вопросов, конечно же, по коронавирусу, от депутатов Государственного Совета прозвучало как раз поддержку предпринимателей, малого, среднего бизнеса. На эти цели из бюджета республики выделено 470 миллионов в поддержку малого и среднего бизнеса. Кроме этого, сегодня на федеральном штабе, когда он проходил, я обратился к Сергею Семеновичу Собянину, к руководителю федерального штаба, с тем, чтобы поддержать и на федеральном уровне, и такое обращение сегодня мы подготовили в федеральный центр. Уважаемые жители, я на сегодня всю информацию, которую считал необходимым, до вас довел. Еще раз прошу вас соблюдать режим самоизоляции, берегите себя, выполняйте назначения врачей. До завтра. Всего доброго.